Вновь получен рекордный урожай зерновых, масличных и бобовых культур. Полученный урожай позволяет полностью покрыть потребности внутреннего рынка и расширять экспортные поставки. За прошлый маркетинг экспортировали 15,3 миллиона тонн зерна, что почти на 60% выше аналогичного периода прошлого года и наибольший показатель экспорта за последние 20 лет. Необходимо отметить, что благодаря курсу развития определенного государства, а также поддержке правительства, сегодня нам удалось достичь указанных результатов. В текущем году будет продолжена диверсификация посевных площадей, сформирована прогнозная структура. В текущем году общая посевная площадь составит порядка 23,8 миллионов гектаров, что превышает уровень прошлого года на 180 тысяч гектаров. В том числе по Павлодарской области 1,7 миллионов гектаров, что на 43 тысячи гектаров больше уровня прошлого года. При этом мы продолжаем работу по поэтапному сокращению площади монокультуры пшеницы до уровня 12,2 миллиона гектаров. Это по сравнению с прошлым годом уменьшение на 125 тысяч гектаров, с одновременным увеличением посевов масличных и кормовой культуры. Аналогичная работа ведется и в Павлодарской области, где предусмотрено снижение площадей зерновых культур, увеличение кормовых, масличных и овощей. В соответствии с поручением главы государства последние 2 года мы значительно увеличили объемы льготного кредитования. Если в прошлом году мы на весенние полевые работы направили порядка 750 миллиардов тенге, за счет которых мы охватили финансирование более 8 миллионов гектаров посевных площадей. Вы хорошо знаете, да, что весенние полевые работы – это наша основная работа, когда мы выделяем льготные средства. Буквально посмотреть, если 3-4 года назад общее объем финансирования за счет республиканских средств составляло порядка 140 миллиардов тенге. Где мы не встречались, всегда основной проблемой было недофинансированность наших весенних полевых работ, уборочных компаний. Поэтому на сегодняшний день мы считаем, что мы уже этот вопрос уже не поднимается со стороны сельхозтоваропроизводителей, потому что 750 миллиардов нам достаточно для весенних полевых и уборочных компаний. Кроме того, мы продолжаем практику раннего финансирования агрария для проведения посевных работ. С прошлого года мы начали финансировать с октября прошлого года, и ранее эта практика у нас продолжается последние 2-3 года. Ранее вы знаете, что когда выделялись средства в размере 140 миллиардов на всю республику, финансирование начиналось в марте месяце или даже в апреле и доходило до наших. Мы также меры принимаем по расширению, так скажем, каналов финансирования. Если ранее финансирование в основном осуществлялось за счет аграрных корпораций, за счет кредитных товариществ, то мы на сегодняшний день расширили эти каналы до 6. Это получается аграрные корпорации, банки второго уровня, региональные инвестиционные центры, кредитные товарищества, а также социально-предпринимательские корпорации, СПК и микрофинансовые организации. На сегодняшний день по республике мы уже профинансировали 542 миллиарда тенге, порядка 4 тысяч сельхозтоваропроизводителей. По Павлодарской области у нас порядка 190 фермеров на сумму 22,5 миллиарда тенге, что позволило охватить льготным финансированием порядка 305 тысяч гектаров площадей по Павлодарской области. Для снижения ставки вознаграждения по кредитам для конечных заемщиков до 5% годовых будет продолжено гарантирование займа до 85% через фонд ДАМУ. Вы знаете, да, мы тоже приступили к практике, где мы гарантируем ваши заемные средства до 85%. Это осуществляется за счет ДАМУ. Есть у них региональные филиалы. У нас сегодня ДАМУ присутствует или нет. И да, ДАМУ присутствует. Если вопросы будут, то мы готовы прокомментировать. По поручению главы государства в текущем году также продолжается программа льготного лизинга, которая осуществляется за счет нашей национальной компании «Казагрофинанс». В прошлом году в рамках программы по республике было профинансировано приобретение порядка 9000 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 225 миллиардов тенге. В том числе по Павлодарской области профинансирование приобретение 654 единиц сельхозтехники на сумму 22,5 миллиардов тенге. На текущий год объемы финансирования льготного лизинга составляет более 300 миллиардов тенге. С начала года уже поступила заявка на сумму 215 миллиардов, в том числе по Павлодарской области у нас 220 заявок на сумму 20 миллиардов тенге. Положительный опыт льготного
Карпушиным. В целом, в текущем году перед нами стоят амбициозные задачи. Мы планируем обеспечить рост сельскохозяйства на 5,9%. Одновременно будет достигнут рост производства продуктов питания на уровне 9,5%. Это мы считаем, что дополнительно обеспечит производство нашего внутреннего рынка, обеспечение потребностей внутри, ну а также расширить наш дополнительный экспортный потенциал. Это все у нас реализуется вокруг поручения главы государства по увеличению объема валовой продукции в 2 раза. Кроме того, мы продолжаем реализацию большой программы нашей по реализации крупных инвестиционных проектов, так называемый опыт Северо-Казахстанской области, где мы выделяем льготные средства на реализацию наших инвестиционных проектов. Вы знаете, что эту программу мы запустили буквально 3 года назад. За это время у нас в стране введено в эксплуатацию 67 современных молочно-товарных сфер с общей мощностью порядка 400 тысяч тонн молока в год. В прошлом году на реализацию программы инвестирования инвестиционных проектов из республиканского бюджета у нас профинансировано практически 131 миллиард тенге выделено было. По Володарской области это порядка 11,6 миллиардов тенге. Профинансировано на сегодняшний освоено и ведется реализация 8 проектов только по Володарской области. На текущий год мы предусмотрели средства в размере 100 миллиардов тенге. Из них порядка 20 миллиардов уже выделены и осваиваются регионами. Ожидаем еще 80 миллиардов в текущем году. И эти средства мы переведем на местные исполнительные органы. В целом задача стоит в текущем году профинансировать 63 наших инвестиционных проектов, в том числе и по Володарской области у нас ожидается порядка 7,5 миллиардов тенге. Кроме того, большая работа ведется в части субсидирования. Если по Володарской области только 330 миллиардов, 31 миллиардов у нас выделено на субсидирование научных комплексов, это разные направления, это сфера растениеводства, животноводства, и рыбных хозяйств, и финансовые инструменты. Поэтому по расширенному кругу направлений мы дальше продолжаем работу по оказанию государственной поддержки. В целом, мы считаем, что принимаемые меры позволяют повысить устойчивое развитие сельскохозяйства республики, в том числе в области Павлодарской области. Поэтому с вашего разрешения хотел слово предоставить заместителю директора департамента животноводства Хайрату Есеновичу. Хайрат Есенович вам представит комплексную программу животноводства, которую мы буквально в начале года мы его приняли, где у нас предусмотрено выделение больших средств на закуп скота, на создание животноводных комплексов и на оборотные цели, которые у нас животноводные комплексы просят. Это мы считаем, что это наш новый проект, который обеспечит рост сельскохозяйственного развития в ближайшие годы. Пожалуйста, Как вы знаете, еще в прошлом году, в сентябре месяце, президентом в своем послании была поставлена задача перед министерством разработать комплексную программу развития животноводства и реализацию этого поручения. Была большая работа проведена, создана специальная рабочая группа, в состав которой входили очень большое количество экспертов, отраслевых экспертов, представители Нацпалаты Атамекен, представители парламента Республики Казахстан, ну и другие заинтересованные агентства. Очень большая работа была проведена, очень много было обсуждений, споров, но в итоге 29 января постановлением правительства был принят уже окончательный вариант комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы. В целом задача стоит амбициозная: увеличение поголовья крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, увеличение продуктивности животных. На это тоже акцентируется очень большое внимание, потому что только лишь увеличением количества поголовья невозможно добиться успеха в животноводстве. Усматривается комплексный подход. Ну и, конечно же, сейчас Евгений Михайлович отметил, все-таки
если что, представители Акимата, я думаю, вам дадут. Следующая программа – это великий. Следующий слайд. Здесь, если так посмотреть, то это практически одна и та же программа. Единственное, здесь лимиты увеличены, то есть по крупному это от 500 голов и выше, а у мелкого от 1000 голов и выше. Отличительная особенность этой программы является то, что в этой программе уже участники должны иметь опыт определенного животного счета. То есть, если вы говорите, это для, так скажем, новичков допускается, то здесь это серьезные объемы, серьезные деньги. В этой связи здесь уже обязательно наличие опыта. Такие вот основные требования, наверное, перечислю. Животноводы знают, что в первую очередь животноводство возможно без кормовой базы. В этой связи долго мы обсуждали это с аграрно-кредитной корпорацией, в итоге пришли к таким вот параметрам, как наличие именно 3 гектар пастбища на одну голову, сенокос или пашник, не орошаемый 1 гектар. Если орошаемый, то 0,5 гектар. Но если в случае отсутствия сенокосов или пашни, тогда 9 гектар пастбища. И, соответственно, наличие кормозагибительной техники и оборудования. Это такие вот базовые требования. Кроме этого, конечно же, учетный номер, финансовое состояние и так далее. Это все само собой разумеющееся, это уже финансовые требования финансового института. Дальше, следующий слайд. Здесь мы вопрос, конечно, возникал, откуда мы будем брать скот. Программа, я, кстати, вот не отметил, рассчитана на первоначальном этапе на приобретение импортного поголовья. Здесь сразу, наверное, заранее отвечу на вопросы, почему импорт, почему отечественное нельзя. Потому что, к сожалению, мы на период, сейчас скажу, 4-5 лет немножко начали уже терять прибыльное поголовье. То есть доля прибыльного поголовья у нас начала снижаться. Если в период реализации прошлой программы, если вы слышали, знаете, с 2010 года он реализовался, до 2019 года, тогда мы практически с 3,5% до 12,5% долю прибыльного подняли. Теперь же мы сейчас наблюдаем вот эту тенденцию на снижение. В этой связи на первоначальном этапе нам нужно восстановить тот потенциал генетики, который у нас в стране был. В этой связи вот, мы провели анализ международного рынка. Имеются страны определенные, где предложения соответствующие есть. Буквально вот недавно представители министерства, представители бизнеса, возможно, даже с вашей области, совершили визит в Данию. Это что касается молочного скота. Неделю назад буквально приехали с Бразилии, Аргентины. Скот есть. Имеются предложения с Австралии. В этой связи недостатка в скоте предложений не имеется. Поэтому возможность есть. Теперь по ценам. Также, наверное, возможно, будут вопросы по лимитам. Мы, учитывая, что сейчас логистика подорожала, в основном логистика идет самолетом, в этой связи в прошлом году еще в рамках подготовки именно к этому комплексному плану мы увеличили нормативы субсидирования на приобретение климатологии 75%. Как раз таки с учетом того, чтобы покрывать расходы логистики авиаперевозок. Если вот сейчас, например, расскажу, по мясному скоту сейчас около 525 тысяч субсидий. Плюс, если мы возьмем лимит наш 1 200 000, то, соответственно, уже 1 600 000, 1 700 000, такие предложения имеются, мы свободно в этот коридор уже входим. По молочному скоту 700 тысяч субсидий по сегодняшний день. Следующий слайд. Да, здесь кратко мы разложили, это плановые такие цифры, сколько мы предусматриваем средств по
Почему именно мы определяем акцент сделали на отборе и на мясной? Потому что сейчас Евгений Ильич отметил, молочный скотовый у нас 3 года уже реализуется программа тиражирования мясного по 2,5%. Очень хорошая программа. Поэтому мы сейчас здесь уже упор делаем на мясное. То есть параллельно два направления будут развитие. Предварительно целевое назначение средств это строительство дома животных, баз, загонов, ну и вообще мы предполагаем все необходимые инфраструктуры для организации такого пастбищного животноводства. Сейчас даже некоторые предложения, чтобы люди все-таки находятся на отходе, на отдалении от цивилизации, поэтому электричество и сети интернета, и Starlink туда включили, и источники электроэнергии, возобновляемые источники энергии. Теперь эта программа предназначена на разведение крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Здесь параметры указаны. Ферма ОКРС от 300 голов должна быть. Теперь на первоначальном этапе на кредитные средства возможно мы допускаем приобретать 50% скота. То есть мы предполагаем, что это новые предприятия, новые хозяйства, возможно, у кого-то еще недостаточно опыта, поэтому предоставляем такую возможность приобретать сначала 50%, а дальше за счет естественного прироста своего приплода уже нарастить это позволит до 300 голов. То же самое касается мелкого рогатого скота. Здесь ферма на 1000 голов и приобретаем до 500 голов. Ставка вознаграждения также 6%, льготный период 2 года, и срок кредитования здесь уже увеличен, обратите внимание, до 10 лет. И по лимитам также по КРС 350 миллионов тенге на одну фирму, по мелкому рогатому скоту 200 миллионов тенге на одну фирму. Далее, здесь все эти программы мы планируем обеспечить гарантированием через фонд ДАМУ. Вы понимаете, что не у всех есть возможность предоставить такие залоги. В этой связи это гарантирование необходимо. Здесь был вопрос финансирования. Это есть, да, представители ДАМУ подтвердят за мои. Этот вопрос уже решаем, соответствующие письма, гарантийные письма, все это уже предоставлено. И в целом здесь фермеры присутствуют. Я хочу уже призвать все-таки активнее сейчас вовлекаться в эту деятельность, идти в данную кредитную корпорацию. На следующей неделе, буквально во вторник, мы уже утверждаем постановление правительства, где даем возможность кредитоваться еще и через СПК, региональный СПК. Здесь уже по залоговой политике, по другим каким-то критериям уже, я думаю, СПК будет смотреть, реально. И поэтому мы призываем вас более активно уже присоединяться к этой программе. Сезон уже начался, 5 месяцев уже прошло. Сезон короткий, в этой связи нужно более активно действовать с вашей стороны.
профинансировано в декабре 19 проектов на 1 миллиард 45 миллионов тенге, а уже в 2025 году, на нефтяной 26 года, было профинансировано порядка 50 проектов на 5,4 миллиарда тенге. То есть идет краткое увеличение. И я даже думаю, что наши сотрудники заметили, что это очень нужно и правильное решение было, что ранее финансирование началось. Во-первых, наши сотрудники успевают заранее закупить семена по хорошим ценам, пока они еще не поднялись. Да? Обычно же цена поднимается к весне, как говорится, когда есть спрос, да? Далее, по данной программе ставка 5%, по налогам принимаем 15% твердой залоги, это все, что находится на территории нашей страны. Нам не важно, где находится залог, вам найдешь, Шимкенте, Павлодаре, мы все принимаем, потому что у нас во всех регионах представлены наши филиалы. По целевому использованию, деньги у нас выдаются на пополнение оборота средств, там более 30 наименований, на что можно потратить. Ранее, как вы знаете, у нас было порядка 19, потом 26 наименований, сейчас уже более 30. То есть максимально мы расширили линейку, куда можно потратить деньги. Так. Далее у нас есть программа следующая, это самая распространенная, это агробизнес. По программе агробизнес можно приобретать как основные средства, так же привлечь деньги на оборот средства. Единственное, что там ставка на сегодняшний день у нас 25,5%, из которого субсидируется 19,5% государства. То есть, конечно, мы даем, что ставка выходит 6% в году. Потом далее у нас есть программа «Эксперт». Это для начинающего бизнеса. Но, к сожалению, эти деньги у нас уже как вторично идет применение. Роман Иванович, я прошу прощения. Комментируйте про Игоря Береги. Хорошо. Вот Игорь Береги, пожалуйста, прием заявок, осуществляете мем и наоборотные цели для перерабатывающих предприятий. Как вы знаете, у нас недавно, буквально с апреля месяца стартовала программа для приобретения импортированного земного скота, программа «Делить и реке». Как ранее коллега проговорил, эта программа предшествуется годовых, срок лет, льготный период до 30 месяцев. Но это для приобретения на сегодняшний день только импортированного КРС. На сегодняшний день эти деньги у нас есть. Данную программу по данной программе мы уже проводили не одно совещание для наших животноводов, и при каждом удобном случае мы об этом рассказываем. Но на сегодняшний день прием заявок у нас открыт по Казахстану, но по Павлодару еще ни одной заявки пока, к сожалению, нет. Но при этом у нас есть ряд клиентов, которые занимаются сбором документов, планируют в ближайшее время подать заявку. По данной программе, сейчас повторяться не буду, уже все рассказали. Да. Далее, у нас есть программа именно на 5 разработчиков, на пополнение оборотных средств. Срок займа до 12 месяцев. Ставка 5% годовых для переработки сельхозпродукции. Лимит финансирования у нас в зависимости от платежа, кто что занимается, допустим, по-моему, например, до 3 миллиардов тенге лимит финансирования. На сегодняшний день у нас есть ряд проектов, которые мы с прошлого года уже профинансировали, и частично эти проекты уже погашены. Сейчас в работе у нас тоже есть 5 лет, которые мы планируем профинансировать. У нас уже первый поток средств мы освоили. Сейчас ждем следующий поток, это будет у нас привлечение порядка где-то в августе месяце этого года. Мы планируем начать в июле месяце прием новых заявок по данной программе. Все, Рахмет. Рахмет, следующее слово хочу предоставить заместителю председателя правления Казахстана Еркебулану Ивановну. Еркебулану, вкратце по вашей линии.
сегодняшний день авансовый платеж 10% с возможностью оплаты осенью после сбора урожая. Вот. Общий объем финансирования на этот год запланирован свыше 310 миллиардов тенге. Вот. Что касается Павлодарской области, то на сегодняшний день объем заключенных договоров составляет 29 миллиардов тенге на количество 482 единиц регионов. Павлодарская область занимает третье место. В целом основные программы у нас на сегодняшний день, то, что я озвучивал, более дополнительно хотел еще озвучить, что у нас в этом году планируется финансирование новых направлений, то есть вы все знаете, что мы предоставляем лизинг дождевое оборудование. С этого года хотим не только дождевое оборудование, но и также финансирование инфраструктуры для дождевых машин. То есть, если есть заинтересованные заявки, можете обращаться в филиал, подавать заявки на инфраструктуру и на оборудование в том числе. В целом, вкратце, все. Уважаемые участники совещания, давайте перейдем к формату вопрос-ответ. Что ставится и задавать вопросы представителям Министерства сельского хозяйства. Когда только начала разрабатываться эта программа, многие крестьяне просили все-таки, чтобы было предусмотрено закуп отечественного крупнорогатого скота. Я понимаю, что надо скот заводить из земли, чтобы увеличить поголовье, но импортировать скот – это непростое занятие, очень затратное. У нас не хватает специалистов, чтобы завести такой скот. Раз таможня, это надо 7 кругов ада пройти. Поэтому первый вопрос все-таки, когда начнет работать программа «Приоритет» по закупу отечественного крупного рогатого скота. Второй вопрос, какие сроки поставлены по закупу мелкого племенного рогатого скота. Вопрос. Отвечу, да, я же как раз таки уже отметил эти вопросы. Первый момент, я отметил, что генетику немножко повысить на первоначальном этапе. Есть также еще и второй момент. Сейчас есть очень большие риски нецелевого использования этих средств, так как есть риски перепродажи внутри самого хозяйства другой аффилированной компании. В результате у нас потеряется эффективность от этой программы. Эти риски очень большие. Конечно, наши фермеры все добросовестные, но тем не менее есть и недобросовестные. Это тоже нельзя исключать. В этой связи на первоначальном этапе мы должны обеспечить эффективность, мы должны показать, насколько эта программа работоспособная и эффективная, чтобы не дискредитировать ее. Поэтому на начальном этапе определенные сроки, когда мы идем на отечественный скот, на сегодняшний день, открыто сказать, мы не можем сказать. Возможно, в будущем, с учетом хода работы, промежуточных каких-то итогов, мы к этому придем, но на сегодняшний день определенные сроки мы озвучить не можем. Отечественный скот можно будет покупать по программе ЖРО. Там мы выпускаем. Так как это будет новое на новом месте, с затратами на строительство. В этой связи, это уже более серьезный проект, в этой связи мы там уже выпускаем отечественный скот. Береги и Грек, там пока что такая ситуация. По мелкому рогатому скоту, да, то же самое сейчас, буквально вчера мы разговаривали с разными корпорациями. На следующей неделе рассмотрим вопросы, совет по без проблем.
У меня вопрос. Как раз дело хорошее, назад мы занимаемся научным руководством. Мы вот привозим за границу самолетами видите, проходим в эту таможню в буквальном смысле. Вот, например, посмотрите, с Бельгии летит самолет с Дании, да? Сколько, значит, там быстро, оперативно все грузится, ну, около 12 часов, вот это все процесс. У нас больше сутки. Нас держат последний раз пограничники 2 часа, таможники 10 часов держат, разгрузка 7 часов. И потом дорогу у нас есть, мы со стороны, с Караганды, а аэропорт еще не приспособлены к грузовой перевозке. Ни поедения нету, ни кормления нету. Нам говорят, привезите вы эти трапы, да, все с собой. В общем, челки приходят эти, да, абортируют потом. Вот просто я прошу, вы обратите внимание на это, за границей не сдерживают скот абсолютно. Понимаете? 2 сутки скот на ногах стоит, приходит, не пить, не кормит на ногах. Понимаете, какая издевательство? Особенно у нас в Казахстане. Это в Караганде, в Астане. Просто обратите внимание, вы свяжитесь с таможенниками, пограничниками, чтобы не задерживать оперативную работу. Понимаете? Это же нужно с этого со Астаны нам 10 часов ехать. Очень трудно положительно оказывается. Я прошу просто, просьбу. Все хорошо, принято. Это потому что живой история. И второй вопрос мне кажется финансовый, заместитель. Это была не могу. Вот я 2 раза был в Китае, в 25 году, на выставке. Там я 3-4 трактора завода объехал. Я здесь купил трактор, новый, одну купил просто. И ему стоит 30 миллионов без этого, без GPS. GPS 30 миллионов. Такой же мощности трактор Китай стоит 10 тысяч миллионов тенге. 3 раза дешевле, понимаете? Теперь это же завод своим фермерам на 20% дешевле продают. А у нас почему такая цена? Теперь мы посчитаем. Значит, таможенный пошлин посчитали, первичный учет посчитали, учет сбор посчитали, да? Все равно нам остается 7,5 миллионов тенге, мы переплачиваем. Понимаете? Это мы переплачиваем агромафию или кому там здесь, которые имеют, они же не субсидируются, когда напрямую покупают. Вы знаете, в курсе этого, да? Но почему такая большая разница? Понимаете? Изучите, пожалуйста. Это же вообще, это грабительские. Я понимаю, там 20%, 30%, но когда 300%, ну это же вообще, я не понимаю. Вы изучите этот вопрос. Это вообще, ну не посильно. По ценообразованию здесь, наверное, вопрос к Министерству промышленности. Нет, я не знаю, какая промышленность, мы пользуемся. Заводы, когда строят, они же инвестиции свои вкладывают и рискуют. У нас какая сборка, мы же все знаем, здесь люди нормально же, да? Но какая сборка, готовы привозят, собирают, и они считается произвели трактор. Ну, такая цена завышена 3 раза, это же вообще, вы изучите хотя бы, посмотрите, съездите в Китай на заводе, скажите, это вот такая мощность сколько стоит, а у нас сколько стоит, сравните. И потом, почему так? Вот вопрос. Здесь вопрос, наверное, не в том, что наши заводы дорогие цены стоят. Здесь, наверное, операторы, которые у вас являются, которые продают сельхозтехнику для фермеров, они ставят свои цены очень высокую маржу. Вот мы сделали расчет, что за вычетом НДС, сбор, других платежей, в любом случае разница все еще 3 раза. Вопрос не в том, что наши отечественные сборки, и вопрос не в этом. Именно когда проектируется, если даже это все убрать, все равно цена высокая.
что набор целей деньги очень поздно приходит. Это вопрос в этом, да, у вас? Август. Да. Вот на переработку придут в августе, да, вот это правильно? Сейчас новая партия средств в августе, да, но у нас текущие деньги были, но, к сожалению, мы вас сейчас не можем профинансировать, потому что у вас никак не можем. То есть для нас вы сейчас не существуете как завод. Мы вас не можем профинансировать. Понимаете, вот сейчас в июне мы получим отвода в эксплуатацию, и как нам дальше, честно говоря, А ввода нельзя устроить, Иван Иванович? ну, у нас же есть же процедуры, которые мы никак не можем. Нет, процедура выполняется, все по порядку. Если они ее хватает на подключение, мы уверены, что можно быстрее получить. Объект завершен, значит, на какой Ну, стороне? вот, если есть возможность, пожалуйста, я приглашаю, может. Не, ну я же буду. Я же буду у вас. Да, сразу отключим, то есть, да, у нас два контейнера, 400. Вот уже они нашли, второй вот где-то должен подойти. Смотрите, если там у вас будет по вводу в эксплуатацию надо работать с местными органами, если ввод в эксплуатацию будет, тогда будет как раз следственный устроить. Спасибо. Хорошо. Сулеймен Арсений Владимирович, Красиан Станция была, Павлодарский район. Вот мы все обратили внимание на программе «Вверх береге», прописано красными буквами, что это первые полугодие. Просто непонятно, только на первом уже полугодие заканчивается, на этот период работает, потом когда на другой период программа переходит, если бы это объяснили. Потом вот весной у нас были курсовые совещания, каждый район посещали представители АКК, РАНУ, СПК и так далее. И вот также по этим программам, по этим коллективам разъясняли, объясняли. И тогда прозвучал такой момент, где РАНУ будет гарантировать до 85% инициальных закупок. Вот. Мы, в свою очередь, после этого совещания, один клиент к нам пришел, и мы заключили договор покупки трёх нынешним годом. Потом, когда он стал обращаться в правительные инстанции, мы почему-то сказали, что вот этот ДАНУ, он пока непонятно, никто ничего не гарантирует. Вот. Потом по своей программе, которая идет в береге, я сам в 2011 году привозил из Канады 30 тысяч голов в Калифорнию. Я туда же, этим же позвонил своим, они также занимаются, Родни Гильфорд с ним разговаривал по ценообразованию, сколько будет примерно цена в этом году, это с Канады. Он мне сказал, что нынешние телки, допустим, которые сейчас родились в этом году, будут базироваться примерно 6600 долларов. Это без перевозки. Плюс перевозка пока непонятно, потому что когда сами сейчас в мире, что творится все знаете, поэтому перевозка будет очень дорогая. То есть туда еще будет накладываться, кроме этих таможенных, пограничных, еще всяких пошлин, еще будет перевозка. То есть очень дорогая перевозка, это основная. Я когда привозил, тоже раз с вами привозил, а это свои техники, самое заказываю спецтехнику, потому что в аэропорт просто рассыл КАМАЗа не запускают. Вот. Поэтому вот эта цена, которая там образуется миллион, 1,1 миллион, 1,2 миллион, которые прописали, даже с учетом того, если вы говорите сегодня, допустим, средний курс, если 500 возьмем долларов, 3 миллиона 300 тысяч, и то ставка, которая 525 тысяч тенге за импортный скот, конечно, тоже это будет как бы, мы когда очень давно занимаемся этим мясным животноводством, и то чувствуем, что если мы будем сейчас даже брать этот скот, то есть тело, это очень дорого обойдется. То есть 100 баллов примерно уже 300 миллионов. Понимаете, в нашем понятии, в нашем менталитете это очень считается дорого, потому что мы это потом 2 года выращиваем, потом тело продаем, допустим, скажем, на следующие 500-600 тысяч рублей. И когда это окупится, когда это будет все это самое. Потом еще то, что прозвучало, допустим, кредитные ставки, допустим, около 26%, минус 19%, допустим, минус, да, говорили.
необходимо это, потому что вы же все знаете, что очень многие крестьяне на следующий день, если можно так выразиться, попадают на это. Допустим, он порешает, потом... Вот я вот сразу прокомментирую, вот эту программу, которую только что озвучил, мы уже приостановили. Он в конце слова сказал, что пока денег нет, там денег не будет. Потому что мы приостановили, мы сейчас только идем 5%, которые чистые. Где вам не надо... Да, я про процентную ставку. Мы уже переходим к чистым 5%, где не надо вам ждать от управления сельского хозяйства, когда вам часть закроют, когда нет денег, вы тогда полностью закрываете. На это подходит. Все, сразу прокомментирую. Спасибо. Я не услышал, поэтому говорю. Я услышал только то, что проценты ставки столько, потом субсидируют столько. Поэтому вот эти моменты есть, которые, допустим, каждый год реализуем, чтобы чуть-чуть, все. Вот интересный момент получился. Весной, когда всех собирали, прямо все сразу соединились, и ко мне несколько клиентов, которые решают, совместно уже, по третьему направлению, жарят, потому что первые два но, как всегда, у него не хватает средств там, то все, но когда услышали, что там гарантию было 85%, но потом опять, то есть он уже как бы сейчас отказывается, почему? Потому что вот это вот интересно знать. Вы действительно, то, что вы сказали, когда обещались, вот до нас 50%, или действительно его не будет, чтобы как бы крестьяне что знали. Средства выделить туда проблематично, но надо же, это требует определенного времени. Но при этом сейчас давно есть соглашение, что не дожидаясь наших средств, мы уже будем гарантировать. Есть это? Сейчас мы тоже осматриваем, выстраиваем, но морским транспортом в среднем $300 это доплата. Пусть еще и здесь скотовоза довести. В принципе, как я уже говорил, мы вписываемся в эти лимиты с учетом субсидий. То есть если мы берем 200 плюс еще 500, почти не считать 1 600 000, мы вписываемся. Здесь также нельзя забывать, что фермер должен и свой вклад вносить не только за счет льготного кредита и за счет субсидий. Он должен нести собственную часть и иметь бизнес. Здесь такой ответ. По поводу курса, да, 500, ну 500 сейчас, конечно, нету курса, 460, 470. Ну, по процентам уже отметили, да? А по срокам, когда мы все-таки на отечественный слот повернемся, ну, я же прокомментировал этот момент. Все-таки на сегодняшний день мы конкретно, ну, там слайд, конечно, так, нужно было какой-то срок примерно указать, поэтому указано, но это так. Будем смотреть промежуточные итоги программы и исходя из этого уже решать. Вот вы же говорите, вы управляете еще какой-то цена 200 тысяч посредством своих отраслевых организаций. Как надо помочь информацию? Действительно, есть, потому что мы же вот сами своими песнями ищем, каналами какие-то, непонятно. Тогда получается непонятно, куда придешь. Если появляться, если какие-то министерства, какие-то есть соглашения, допустим, меморандумы, чтобы мы могли без проекта ездить, допустим, закупаться. Потом, в данном случае, момент, да, действительно бывает, конечно, в прошлые года были, не довольно раньше были какие-то крестьяне, но обидно просто, когда слышишь, из-за них, а это вот молоко там раньше, из-за них, почему 1000 крестьян должны сказать, из-за нескольких кучек, допустим, которые уже заранее были настроены на эти мошеннические действия, но из-за них программа из-за того, что пенсия туда просто нет. Поэтому сон хороший пенсия в другим, потому что он хороший. Для этого, если где-то кто-то правонарушение сделал, есть же у нас всякие другие структуры, органы жизни, наказывают головы, допустим. Это же совсем другой вопрос. Поэтому сон хороший, что, опять же, я понимаю, что надо восполнять, надо аккумулировать эту программу серверы Казахстана, я сам лично, я же говорю, я сам лично соприкасался
2011 году. Вторая штука, вы не знаете, вы я хотел бы еще привести, вот, но и место, когда вы сами говорили, место, когда вы, а я нормально сделал, 4 сидели, в работе, а что делать, вот 4 один, потому что мы что должны спокойно продавать, и писать должны. Сейчас давно уже 85% дорогие продукты. Вы действительно продаваться? Вы ее настоящий бюджет, вам 70% действительно жизнь держит чуть-чуть на словах, этим нагревается. И это хорошее обучение для нас, мы же бесконечно не можем что просто выращивать, нам тоже надо реализовывать. Правда, вы видите, как это происходит. Глобально, расширенные варианты лицензии, а так, вообще в целом, программа села, очень хорошо, что делегация, что приехала с вами инцидент. Кристиан потому что вот такие моменты сверхъестественные. После моих опытов, сколько ваших членов, не знаю, там завтра. Окей, у нас, напомню, у нас делегация Аргентины в Бразилии возглавила его коллега Амалия Васильевич, вице-министра, и с ней вместе большая делегация, в основном представители бизнеса, Союз животноводов сопровождает. Вот я предлагаю, у нас есть представители Союза животноводов здесь? И вообще в целом в области есть? Класс, я не знаю, они там были делегации или нет. Ну, Союз животноводов. Надо попросить, кто съездил на эту делегацию, пусть они вот поделятся информацией там, по качеству скотины, по ценам, по транспортным расходам, вообще в целом по процедурам. Хорошая делегация поехала, хорошая работа была проведена, договоренности есть, они прямо на хозяйстве оценили качество, состояние. Ну, они прям радостно приехали, хорошие новости привезли, поэтому надо поделиться. Букин вот нас замечательно очень правильно. Семинар совещания с участием, получается, ассоциации, еще президент отдельно, вот это сразу передумалось, отдельно, я думаю, вы же, наверное, вам надо провести встречу с животноводами, как раз таки по реализации программы ЕГЭ по закупу скота. Потому что, видите, заявок как бы нету, все находятся на стадии сбора, у нас деньги есть, а когда ждет, в целом по республике на сегодняшний день подано заявок буквально 20, это очень мало. Теперь уже аграрная корпорация, она просто переживает, как бы не освоить эти средства. Поэтому у нас страха нет, что мы его не доведем до вас. Но у нас страх наоборот, что мы эти деньги не дофинансируем. Если не дофинансируем, то знаете, на следующий год нам эти деньги не дадут. Скажут, раз вы его не берете, скажут, что вам не дадим. Поэтому нам надо быстрее это реализовывать. Вот хотел попросить. В части домов, я вас попрошу, с головным офисом свяжитесь, узнайте насчет соглашения. Вот Кайрат Алексеевич отметил, что есть соглашение, они его должны спустить, и на основании этого Уже связались, подтвердили действия. Как? Подтвердили, когда он написал. Подтвердили, да? Ну, хорошо, мы приехали, вам подтвердили. Пожалуйста. Ну, команда, у нас сейчас интересно, красный сразу. Вопрос, да, сейчас следующий открытый. Я думаю, больше вопрос. Ну, это больше вопрос с российской стороны. Транзит закрыт. Мы это знаем, как мы решаем. Вместе с этим вы знаете кризисную ситуацию в России. Мы там ограничения со своей стороны ввели. Поэтому здесь как бы есть угроза, риски есть, мы это все учитываем. Ну, с Российской Федерацией сейчас закрыли, что возможно давайте, да? Мы транзитно разрешили. Буквально вчера дали разрешение. Там ситуация в Европе. Там ситуация в Европе на самом деле тоже сложная. Там болезнь блютанка. Из-за этого Россия закрыла. Ну, если вы сами понимаете, там есть другие подготовки. Но пока мы как бы ведем переговоры. У нас 19-20 года заседание Совета Палаты Российской Федерации. Там будут представители тоже участвовать, которые у нас были в Аргентине, Бразилии. Поэтому мы там эти вопросы будем обсуждать. И по приезду я всю информацию
Прямо как Николаевский сам председатель Сергей Максим. Почему нельзя закупать скот в Китае молочный? Там, вы знаете же, у нас статус, Казахстан имеет свободный статус плавающий. Это у нас статус предоставляет Всемирная организация здоровья животных. Это у нас мы по юго-востоку, точнее, статус свободный есть. Кроме того, буквально сегодня ночью делегация выезжает под председательством нашего министра во Францию. На следующей неделе ожидается заседание Всемирной организации здоровья животных, где мы практически ведем большую работу по получению статуса по всему Казахстану, в том числе по Павлодарской области. Мы эту работу ведем. У нас статус есть. В Китае статуса нет. У них статуса нет. Если мы завезем скотину из страны, у которого нет статуса, тогда нам тоже статус закроется. Тогда мы потеряем экспортный потенциал, поэтому у нас Китай пока закрыт. Разрешите мне Насыбаев Игорь Карликович, ТО «Турки» является собственником этой компании. Значит, мы занимаемся выращиванием и производством мяса и индейки. В целом по году где-то более 3000 тонн мы производим мясо и продукты переработки. Это мясо, это колбасы и полуфабрикаты. Вот. Есть возможность увеличить в 2 раза производство. Для этого мощность убойного цеха инкубатор он позволяет нам все это делать. Вот. Остается только там птичники добавлять. В принципе, около 200 человек, которые устроены в нашей компании. Вот я бы хотел, чтобы, я надеюсь, Министерство сельскохозяйства где-то рассматривает точечно какие-то проекты. Вот у нас такой вопрос. Мы никак не можем получить инвест-субсидий на наш проект на Турции. Понятно, это может быть не на наши алгоритмы, там документы по затратам, по строительным работам, это затрудненно собрано. Сложность такая, что мы бы хотели, чтобы где-то рассмотрели наши запросы по инвест-субсидиям, поддержали нас, так как понимаете, специалистство это тот проект, который я слышал животноводство, там нужно более 2 лет. Здесь в течение полгода мы даем результат, поэтому хотелось бы, чтобы нас поддержали точечно. Какая поддержка нужна? У нас паспорт есть же, да, есть субсидии на решение? Да, у нас паспорт имеется, да? У вас проблемы при подаче заявок? да, где-то алгоритм где-то определенно рассматривается. Есть. Пожалуйста, объясните. Подается. Вы обращались в управление сельского хозяйства? Естественно, мы контактируем, работаем. Я же говорю. Нет, вам отказывают в предоставлении? Они и не отказывают, в то же время ускоренности нет. Где-то идет процесс долго. На мой взгляд, все-таки долго задерживается. Если вы подали заявку, если она у вас в системе, согласно листу ожидания, по очередности получается ваша заявка рассмотрена, субсидии будут выплачены. Нет ни по одному заявителю, нет ни по одной заявке приоритетного рассмотрения. Все согласно очередности. Главное, если вы пакет документов сформировали, подали на сайт системе, она в любом случае будет рассмотрена. А коды вы когда получили? А года был в 2020 году. В 2020 году вы отходы? Уже 6 лет Ну, прошло. мы поочередно входим. У нас там несколько очередностей. Там Первого очередного какие-то там приемы. Хорошо, с управлением сельской комиссии посмотрите, пожалуйста. Если какие-то вопросы там в правилах, там еще, пожалуйста, к нам обращайтесь. А именно в отношении осуществления финансирования, рассмотрения вашей заявки, выплаты, то уже больше не буду управления. Хорошо. Требования очень жесткие. Значит, очень много документов требуется. Что только не требуется. Это вопрос. И очень долго рассматривается. И денег нет, очень долго. Годами, можно сказать, что люди. Надо этот вопрос тоже решать. Светлана Рашидовна, рассматривается в пределах установленных Я законом понимаю, документов, исследования лишних документов никто не делает. То, что годами
людей на перерыв, надо честно говорить, вы знаете, да, раньше как было. Раньше все бумажно было. Вам приходилось это все собирать, идти в областной центр, все это бумаги рассматривать. Очень много было коррупционных рисков, все это мы понимаем. Мы же сейчас полностью отсоровали. Весь процесс на сегодняшний вообще. Вам не надо даже в какое-то управление звонить, обращаться, все заявку онлайн составляется, всю документацию онлайн подтверждаете, онлайн прослеживаете, на каком состоянии находится ваша заявка. Это все на сегодняшний сделано. Поэтому я думаю, уже как раньше каких-то рисков нету. Да, могут быть иногда задержанные выплаты, потому что есть план финансирования, сами понимаете, да? Когда бухгалтерии, казначейство, мы закрываем, где надо, мы оплачиваем. На сегодня я, по крайней мере, таких проблем не вижу. Пожалуйста, вопросы. Я хотел спросить, извиняюсь, Может, да, есть вопросы еще? 2500 лет случая, объективно там, это совершенно по-своему. Можете с места. На месте. Всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Тюменев. Я директор предприятия по переработке гречневой крупы в городе Павлодар. Вроде бы здесь все мясники, я вот сижу, думаю, что я это сделаю. А итогом вот этого совещания я понимаю, что я сделаю. Без кормовой базы, я так понимаю, что у вас закуп племенного скота, у вас есть пастбище, у вас все есть, животноводы и все остальное, но правильные корма, это, наверное, для фермеров немножко будет сложно. А именно вот Павлодарская область, как сказали, порядка 6%, да, здесь у нас сельское хозяйство бюджет занимает. Вот. У нас есть технологии, у нас есть производственные мощности, у нас есть склады хранения, у нас есть специалисты под вот это под производство именно кормов. И как я вижу, что вот кормовая мука сейчас очень активно на Китай продается, да? Вот, то есть это что такое кормовая мука, да? То есть это практически пшеница и ячмень смешанный, там немножко мел добавлен, все. То есть мы эти вопросы тоже прорабатывали, но не сложилось, немножко мы объемы эти не потянули, хотя предложения были. Вот, я не сильно услышал сегодня по подготовке кормовой базы, именно специализированные корма для вот тех животных, которые будут привезены, как я понимаю, довольно-таки большой объем планируется. Вот, это, собственно, такое, как не замечание, а как немножко пункт в ваших планах. И еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо АККам, вот мы в этом году тоже профинансировали, именно помогли. Осенью мы все хорошо закупились, отработали, рассчитались. Собственно, вот, и не услышал про откормную площадку. То есть на базе, допустим, города, тоже я считаю, что вполне можно было бы организовывать это где-то, не в центре, где-то там с краю, там на предприятиях, откорм-площадки, именно потому что у нас в Павлодаре очень много перерабатывающих предприятий. Насколько я знаю, только предприятий по переработке гречихи у нас 6 предприятий, мукомольных мельниц, заводов, можно сказать, там порядка 20, по-моему. Вот. Отходы этих производств, они в основном продаются, собственно, практически они уходят в неправильном, как я считаю, направлении, вот, без улучшения их качества. То есть они могут дать базу, к ним можно добавить какие-то добавки, еще что-то, и эти все вещи не продавать там по 30 тенге, грубо говоря, там просто каким-то там фермерам, которые по старинке занимаются, а именно готовить корма, которые могли бы быть полезны в ваших планах. Спасибо за вопрос. Да, по кормовой базе, к сожалению, если всю программу вот так расписывать, там у нас более 50 пунктов, по каждому остановиться и каждый пункт объяснять, это очень много времени потребуется, поэтому жанр формата так не объяснили. Конечно, комплексный план охватывает все аспекты развития. Кормовая база – это
как раз оборотные средства, кредитование выполнения оборотных средств. Это же и есть карман. Это и есть и ГСМ, и так далее, в том числе и карман. И вы это будете. То есть за счет дешевого кредитования 5%, он будет иметь возможность приятно дать эти карман, у вас есть предложение, я думаю, здесь никаких проблем не должно быть. Отлично, я просто хотел бы, мы же в плане совещания, просто есть яркие примеры, у нас есть даже в Павлодарской области, Александр Анатольевич, допустим, действительно, да, Галицкая, то есть у них полный цикл. Они выращивают зерновые основные направления, и плюс они у них там молочные, ну, то есть по молочке они обрабатывают. Вот, допустим, Вербол, да, тоже мельница, плюс птицефабрика, то есть это полный замкнутый цикл. Я в этом вижу такое, ну, для государства именно такое перспективное направление наших перерабатывающих производств по зерну, их остатки производств, либо их мощности дополнительно как-то поддержать. Намного же проще уже существующее предприятие с персоналом, с ремонтными там, работниками, то есть само оборудование по переработке это только сердце, а инфраструктура вокруг это уже как тело, да, человека сравнивать. Вот. Ну, то есть такое как предложение. Хорошо, спасибо за предложение. Господин сельского хозяйства можно изучить и прямо после того, как дадите более тесном контакте. Хорошо. Да, еще хотел бы немножко дополнить по поводу производства, все-таки раз тема поднимается. Мы сейчас акцент также выделяем на современные методы кормопроизводства. В том числе в комплексном плане мы прямо прописали увеличение норматива субсидирования семена кормов. Если было 50, то теперь до 70 мы будем это увеличить. Новые технологии. Сейчас мы прорабатываем проект «Сенаж Климат». Может, кто-то смотрел, видел. В Западном Казахстане уже есть предприятия, которые успешно это реализуются. То есть это уловы такие, в течение 3 часов после скашивания сразу же волна запаковывается, там вакуумная среда образуется, это все. Это уже от 2-3 лет сохраняется в таком первозданном виде. Вот такие вот технологии сейчас нужно развивать, внедрять, объяснять людям, как раз это будем заниматься. Хорошо, давайте, коллеги, еще один вопрос из зала, и у нас есть по программе посещение. Можно вопрос? Да. Да я хотел вот насчет КТ и АКК. Вот сказали вы, Киндала-2 мы получать должны уже почти чуть не в декабре, ноябре. Мы вот еле-еле в апреле в конце получили. И проблема возникает в том, что АКК, наверное, не обращает внимания на КТ. Почему? Потому что там есть действительно, которые не оплатили. У нас есть солидарная ответственность. Получается так. Тут в наш КТ Иртыш вот 100 человек более находится. И они, получается, в основном 18-20% получают на ВПР и уборочные. А там в основном животноводы сидят. Когда они скот выгнали на улицу, им не надо, там у него 6 миллионов, у того 8 миллионов, 15 миллионов. И судебные начинаются разборки. А мы сидим, ждем. Теперь обращаемся в АКК, а у них своя работа. А вообще КТ создала, мне кажется, АКК. Они должны в первую очередь на нас смотреть. А тут получается как? Они сейчас выдают кредиты, нас в сторону и работают прямо с теми, которые им выгодны. Вот Киндала-2. Теперь у нас получается по КТ у нас залог 100%. А тут говорят, вот 85%, 15% должно быть. Но у нас 100%, линия открыта. Мы все погасили, вот такая проблема. Вот это надо разобраться. Получается, вот действительно, вот человек сказал, говорит, есть проблемные крестьяне, там, фермеры, недобросовестные. И здесь тоже есть у нас. Ну, мы страдаем. Вот сейчас, до сегодняшний день мы ждем вагон с удобрением. А через неделю он не нужен нам. А мы только вот деньги получили. А пока его привезли, пока вот сейчас вагон должен был предоставить, до сих пор нету.
КАМАЗы ждут. Вот проблема. Она как будто все решено, Киндала, но у нас получается задержка или АКК, или КТ. Я обращался и зам Акиму, и начальник управления сельского хозяйства. Ну, пока я не знаю, на следующий год может быть лучше, но пока в этом году очень сложно. Финансирование уже получили, ну, еле-еле, вам позвонил, Акиму позвонили, все, еле-еле, по одному, вот так, по частям. Это же не дело. У нас же план есть. Ну, в целом, я вот хочу сказать, да, перед тем, как Богдан Иванович возьмет отвечать, кредитное товарищество, солидарная ответственность, это на самом деле это, так скажем, бомба отложенного действия. Это у нас, вот я работал за Макием в Пакистанской области, там у нас, к сожалению, ряд кредитных товариществ уже очень много судебных исков, разборов решили. Они уже долгое время не могут финансировать. Залоги, в конце концов, оказались, что их нету. Люди, которые являются членами, как оказалось, их нету. И все, в конце концов, денег нет в корпорации. Те добросовестные, даже добросовестно остались без денег, без залогообеспечения, без финансирования. А те, которые лжепредприниматели, они все это забрали и в конце концов ничего не получили. Поэтому вам надо обратить внимание на КТ, надо посмотреть, внутри залезть, надо посмотреть, аудиторов надо попросить, надо будет посмотреть, почему такие случаи случаются. И пока поздно не получилось, надо этим сейчас заняться. Я же говорю, почему? Потому что хороший кейс есть на юге, и это через все это прошел. Там у нас и агентство финансового мониторинга, и там прокуратура, генеральная прокуратура этим вопросом занимается. Поэтому для того, чтобы в будущем это не повторилось, лучше уже сейчас этим надо вопросом заниматься. Я еще хотел бы сказать, вот, извините, вот почему получилось так. Вот 80% животноводы получили кредиты. А это было управление сельского хозяйства у нас Иртышское. Вот прямо правильно заставляли взять этих людей. Там он табунщик, он скотник. Мы взяли, конечно. А теперь они убегают от нас. Вот был, по животноводству надо отдельно сделать. Вот фонд был же тогда для скота, для скота давали же. Вот надо сделать, отделить от КТ. Животноводы отдельно, растениеводство отдельно должно быть. У нас на сегодняшний день, чтобы все понимали, в Павлодарской области организовано 12 КТ. То есть практически в каждом районе. Но, к сожалению, не во всех районах эти КТ работают правильно. Есть ряд КТ, которые работают правильно, но, опять же, все участники данного КТ, это и есть, наши и общие заемщики. Вот вы говорите, одни не платят, другие платят, но это как, вы же их сами не приняли в свое сообщество. Есть понятие солидарной ответственности, как правильно говорили. Вот. И мы, как аграрно-крупная корпорация, которая фондирует это КТ, мы смотрим ваше положение, состояние. Если у вас на сегодняшний день есть большая просрочка, как внутренний, тем более внешний, мы не можем это КТ фондировать. То есть, если мы не можем оплачивать текущие кредиты, как мы можем вам сверху давать? Я все понимаю, что весна, она не терпит. Но тут надо просто, наверное, на общем собрании участников КТ решить своими же участниками, которые не платят, и всем миром, всей семьей разобраться с этим, кто не платит. Или хотя бы принять решение судебное. Если будет судебное решение, у нас будет понятие какое-то, что данный кредит когда-то закроется, соответственно, есть уже конец. Тогда мы идем навстречу, закрываем глаза, мы простыми словами, принимаем решение все-таки открывать зубы и фондировать КТ. Далее, насчет, как вы говорили, гарантии фонда домов. Опять же, интересный факт. Из 12 КТ в нашей области единственное КТ ДНИ в Сельском районе, которое входит
Опять почему? Я каждый год объезжаю к товарищам и участвую на общих собраниях. Не все участники готовы или хотят работать, пользоваться гарантией по одному. Это опять вопрос самим участникам. Третий район работает, участники этой темы, а другие районы не работают. Я это тоже объяснить не могу, хотя да, очень интересный инструмент. Гарантия бесплатная. Раз. Второе. Если клиент по твердой залоге берет 100 миллионов, то пользуясь гарантией, он может взять 500 миллионов. То есть практически 5 раз больше, если есть потребность, и если осуществляется